Маганскому аэропорту в этом году исполнилось 60 лет. Компания «Аэропорты Севера» эксплуатирует его с 2007 года. В сутки он принимает до 7 рейсов. Сейчас между работниками и руководством созрел большой конфликт. Вопрос-то какой у нас сейчас? Вот это вот квартальная премия по итогам 9 месяцев получается. Павел Сергеев уже 10 лет является одним из самых ценных кадров. Благодарственные письма и похвальные грамоты от руководства аэропортов Севера не обеспечили ему премиальных выплат. В аналогичной ситуации оказались более сотни его коллег. Премий нет уже 9-й месяц. Люди, да, некоторые получили за эту премию, некоторые не получили. Вот в основном не получили люди, которые состоят в профсоюзе. Вот. Ну, это мы расцениваем, да, вот это как использование административного ресурса с целью давления на членов профсоюза. Непонятно, по каким критериям начисляется эта премия. В небольшом зале Дома культуры собралось более 30 человек. Для всех уже не хватает мест. В немилость попали даже те, кто трудится в предприятии с момента ее открытия. Для решения вопроса работники ждут руководства. Можно будет собрать собрание вместе с руководством? Вот чтобы была Сидоренко именно, была Васильева, был, допустим, тот же Константин Борисович. Отсутствие премии – это не единственная проблема. После массового увольнения работников возникшие вакансии не заполняются. Большинству специалистов приходится выполнять двойную работу. Людей увольняют без согласия профсоюза, а они делают в одностороннем порядке. И на эти места, которые они увольняют людей, вот, или уходят, или увольняют, они не принимают людей на эту работу. И получается, люди работают по 2, по 3 совмещения. По словам руководства, премии получают все те, кто ее заслуживает. И стимулирующие надбавки распределяются должным образом. В свою очередь, восставшие члены правкома не собираются останавливаться только собраниями, а пытаются добиться справедливости уже через прокуратуру. Владимир Судолов, Тимур Ширыжик, Вести, Якутск.